Ленская районная поликлиника пополняет штат. В прошлом году приехали несколько молодых докторов – реаниматолог, кардиолог, стоматолог и неонатолог. Они заняли вакантные места и пополнили штат узких специалистов. Сегодня каждый из них может рассчитывать на районную поддержку и поддержку главного врача. После полугода работы мы поинтересовались у них, довольны ли они условиями труда. Ответ был однозначным – да. Остаться каждый из них планирует в Ленском районе навсегда. Для них это просто работа, для нас чудо. Вход в отделение реанимации Ленской ЦРБ такой же, как и все другие. За непримечательной дверью та самая тонкая грань между жизнью и смертью. Среди коек, аппаратов ИВЛ, пищащих приборов и людей, чья жизнь в непосредственной опасности, ежеминутно работают квалифицированные врачи, медсестры реанимационного отделения и, конечно, реаниматологи. Их задача – вытащить человека с того света. Круглосуточно в реанимацию Ленской ЦРБ поступают тяжелые пациенты. В день могут здесь принять больше 6 человек. Вернуть их к жизни помогают врачи-реаниматологи. Среди них и Аида Асамбаевна Ильгидеева. Доктор молодой, но очень квалифицированный. Работает в отделении интенсивной терапии с августа прошлого года. Приехала в Ленск по приглашению главного врача. До этого девушка спасала жизни тяжелых больных в Аймяконском районе. Сегодня Аида дает наркоз, наблюдает человека на протяжении его лечения в отделении реанимации. Когда экстренные больные поступают, экстренные операции, там на наркоз захожу. В реанимации, как вы знаете, больные очень тяжелые, крайне тяжелые, умирающие, которые находятся на грани жизни и смерти. Очень тяжелое отделение, здесь работать очень тяжело морально и физически тяжело врачам. Инфаркты поступают, инсульты. Послеоперационно поступают, дети поступают, пожилые люди, за сердечная недостаточность, дыхательная недостаточность. Все болезни осложненные, тяжелые, поступают к нам. Профессия анестезиолог-реаниматолог очень сложная, особенно морально. Случаи бывают разные. Кого-то удается вернуть к жизни, а кого-то нет. Сегодня в отделении интенсивной терапии находится 3 человека. Врачи борются за их жизнь. Один последствия инсульта, самостоятельно не дышит, на трахеостомической трубке дышит через трахеостому. Второй больной поступил из наркологии, с деменцией, плюс еще у него дыхательная недостаточность, там тотальная пневмония. Еще один мужчина в возрасте. Его привезли на автомобиле скорой помощи. Был поставлен диагноз непроходимость кишечника. Проведена экстренная операция, состояние тяжелое, но жизни его уже ничего не угрожает. Несколько дней он пробудет в отделении интенсивной терапии. Когда состояние стабилизируется, переведут в профильное. Живот не болит? Нет. И таких историй сотни. Не все они имеют продолжение. Врачи не боги, но они будут делать все, даже больше для спасения человеческой жизни. Нового молодого специалиста коллектив принял тепло. Условия работы девушке тоже понравились. Она планирует остаться в Ленском районе насовсем. Ей так же, как и приезжим ее коллегам, была предоставлена служебная квартира. Пришлось достаточно серьезные вопросы решать по жилью. Благодаря тому, что администрация Ленского района пошла навстречу, жилье было предоставлено. Поэтому они у нас перед самым Новым годом заселились в квартиры, что наконец-то нам помогло уже точно закрепить, я надеюсь, докторов на месте. Спасать жизни сложно и ответственно. Но слова благодарности и выздоравливающие пациенты, рассказывает Аида Асамбаевна, заставляют ее снова и снова возвращаться уже в родные стены больницы. Мактым Мамуналыева, врач-педиатр-неонатолог, приехала в Ленск по приглашению главного врача в июле прошлого года. Сначала на месяц ознакомиться с условиями работы и проживания. Все устроило, и в августе девушка вернулась уже с семьей. Муж тоже врач, он занял вакантное место в стоматологической поликлинике. До приезда в Якутию Мактым работала врачом-неонатологом в реанимации новорожденных города Домодедово, недалеко от Москвы. Врачом-педиатром именно первичного звена, врачом-участковым педиатром работала с 2021 года, а так я сама врач-неонатолог. Работаю по этой специальности 2017 года. Утро врача-неонатолога начинается в акушерском отделении с осмотра новорожденных. От пяточки до кончика волос, понятно. Оцениваем, разговариваем с мамочками, спрашиваем, есть ли вопросы, обсуждаем, в общем. Помогаем прикладываться к груди, если есть вопросы, отвечаем на них. Проверяем рефлексы.
Этот мальчик родился 13 января. Вес Александра всего 2 килограмма 300 грамм. Несколько дней новорожденный находился в специальной палате под присмотром врачей. Сегодня его отдали маме. Малыш быстро набирает вес, и как только показатели мальчика придут в норму, их с мамой выпишут домой. Даже боюсь домой теперь ехать, чтобы, потому что одна там буду. С поддержкой мужа, конечно, но все равно боязно ехать. Вот и хорошо, что врачи такие очень хорошие, оперативные, прям все быстренько. По 3 раза в день приходят. Сегодня здесь находится всего 4 новорожденных. Врач осмотрела каждого досконально, побеседовала с роженицами и дала рекомендации. Как правильно ухаживать, да? Как помогать. И грудное вскармливание. Вообще о грудном вскармливании чаще мы беседуем с мамочками. Мы поддерживаем грудное вскармливание. После смены в родильном доме Мактым ведет прием в детской поликлинике. Около кабинета педиатра небольшая очередь. Работают врачи по записи. Прием пациентов длится несколько минут. Внимательно осмотрев ребенка, Мактым Мамуналыевна выписывает рецепт и дает дни на лечение. Нельзя не сказать, что за недолгий период работы нового специалиста родители оценили компетентность врача. В ее адрес звучат только положительные отзывы. В Ленске врач-неонатолог планирует работать постоянно. Заработная плата достойна. Детей, которых у девушки 3, главный врач помогла устроить в учебное заведение и детский сад. А районные власти решили вопрос с жильем. Предоставили жилье, да, перед Новым годом, и мы встретили Новый год у себя в квартире. 3-комнатную, так как у меня 3 детей разнополых. Супруг, я, нас 5. Супруг Мактым работает в городской стоматологии. Он ведет прием у взрослого и подросткового населения. Руслан Маманкулов – уроженец Киргизии. Закончил медицинский институт по специальности стоматология. 2 с небольшим года молодой человек работал в частной клинике Москвы, а в прошлом году его пригласили в Ленск. По приглашению коллеги, это коллеги, получается, жены, она в прошлом году в июле на 1 месяц приехала, отработала и уговорила меня, что да, мне понравилось город Ленский, давай туда поедем, может там будем работать. И я согласился. У молодого специалиста время приема расписано полностью. Он уже завоевал доверие пациентов как знающий и ответственный врач. Поэтому они приходят к нему снова и снова. Руководство тоже довольно работой Руслана Нурдиновича. Молодой перспективный специалист. Он у нас работает на лечебном приеме. Желание работать у него есть. Все получается. Пациенты удовлетворены его лечением, хвалят даже, отзывы оставляют. Поэтому думаем, что в коллектив он вольется и будет продолжать работать дальше. Коллектив приезжего доктора принял тепло, как свою семью, рассказывает Руслан. Если возникают вопросы, молодому специалисту всегда готовы помочь более опытные коллеги. К своим пациентам доктор относится внимательно. На приеме всегда спрашивает о самочувствии и настраивает на позитив, чтобы перед оперативным вмешательством пациент не волновался и чувствовал себя комфортно. Основное направление работы молодого человека – это лечение кариеса и его осложнений. И заниматься еще мы первичной диагностикой заболеваний и профилактикой. В дальнейшем отправляем, зубной врач отправляет пациентов к смежным специалистам. Это ортодонт, так называемый ортодонт, ортопед и имплантолог, гигиенист. Конечно, нехватка кадров в Ленской ЦРБ все же остается, и притом она довольно большая. Нужны педиатры, терапевты, врачи узких специальностей. Главный врач бесконечно работает над этой проблемой. Не остаются в стране и власти. Глава района снова запустил в работу программу здравоохранения. Но и это не стимулирует докторов приезжать к нам в район. Огромную поддержку оказывает республика. За последний год несколько раз в Ленск приезжали мобильные бригады докторов. Так сегодня продолжает работу мобильная хирургическая бригада. С 26 февраля врачи осмотрели более 300 человек, провели несколько десятков операций и исследований. Жители района рады, что благодаря приезду бригады они могут получить высококвалифицированную медицинскую помощь, не выезжая за пределы района. Вся прошлая неделя у мобильной бригады медиков из города Якутск была напряженной. Начали специалисты с осмотра пациентов, прием вели отоларинголог, невролог, колопроктолог, эндоскопист, травматолог, ортопед, анестезиолог, хирург и врач ультразвукового исследования. У нас организован мобильный хирургический центр, который осуществляет специализированную помощь по республике Саха-Якутия. Мы прибыли сюда, в Ленск, в понедельник. В нашей бригаде 4 хирурга разных специальностей и еще 5 врачей, не хирургического профиля, но осуществляющих здесь деятельность.
консультативно. Плановые мы здесь выполнили операции по удалению металлоконструкций. Операции на промежностях мы выполнили. Это геморрои, трещины, анальные. Пациенты были отобраны заранее, те, у кого были показания к проведению оперативного лечения. Но были и те, кто подходил вне записи. Принимали медики всех. Врачи из столицы провели операции по удалению желчного пузыря, септопластики и замене тазобедренного сустава. Нами запланировано провести 5 ортопедических операций в виде замены сустава на эндопротез. Ну и остальные реконструктивно-пластические операции на конечностях. Сами по себе артрозы крупных суставов – это сложная патология. Операции на них тоже сложные, 5-6 категории сложности. Очень много было проведено операций по септопластике. В исправлении носовой перегородки нуждались десятки венчан. Мы сейчас готовимся к очередной операции по искривлению носовой перегородки, септопластики. Больных уже отобрали, планируем провести 6 операций. Вот первого уже прооперировали, второй, и завтра 2, и послезавтра 2 тоже готовится. Эти данные приходятся на середину недели. До 6 марта число проведенных операций увеличится в разы. После оперативного лечения все пациенты переводятся в хирургическое отделение, где находятся под наблюдением специалистов. Мы их курируем каждый день, ведем, лечим, да, они довольны. Лежат в палатах, уже восстанавливается. Возможность получить оперативную помощь на месте, не выезжая за пределы города, ленчане получили благодаря проекту, инициированному главой республики Айсеном Николаевым. Он стартовал в Якутии с начала этого года. Призван повысить доступность специализированной медпомощи населению районов. С начала года бригада работала в Нерюнгринском и Алданском районах. Осмотрели более 900 пациентов, провели 56 операций. В Ленске ежедневно проводится 10 операций. Наталья Логачева в начале недели провели лапароскопическое удаление желчного пузыря. Девушка осталась довольна. Все прошло быстро, следов от оперативного вмешательства практически не осталось. У меня нашли камни в желчном пузыре, и они, конечно, меня уже начинали беспокоить. Я думала сделать операцию в Новосибирске, но вот выдалась такая замечательная возможность сделать здесь, дома. Приехали якутские врачи, я удивилась, что это было все очень так оперативно. То есть, заранее пришлось сдать только анализы. Чувствую я себя замечательно, я уже хожу, очень благодарна врачам. Как рассказала нам врач-хирург республиканской больницы Майя Азановна, очень много пациентов с патологией желчного пузыря. Прооперировать медики постараются всех, кто был записан. Но есть и те, кто планировал, но не попал на оперативное лечение. Во время консультации у них были выявлены противопоказания к хирургическому вмешательству. Низкий гемоглобин, какие-то низкие показатели другие, крови, воспалительные изменения бывают. То есть то, что нам не дает возможности взять человека на операцию. То есть вот здесь и сейчас ему нужно готовиться, кому-то залечивать эрозии язвы желудка. Это тоже, к сожалению, было несколько пациентов, которые по этому поводу не смогли прийти на операцию, пройти сейчас. В Ленске мобильная бригада будет находиться до 6 марта. Ну а работа по привлечению новых специалистов будет продолжена. В этом году увеличена сумма подъемных, и всем приезжим специалистам будет предоставлено служебное жилье.